нашей студии Кан Таня, который дипломат и которого знаем преимущественно в мидовском и абхазо-итальянском контексте. Но не только. Разговор предстоит больше интеллектуальный, чем политический. Поговорим? Конечно, Поговорим. готов. Дипломат – это человек, который дважды подумает, прежде чем ничего не сказать. Это слова выдающегося Уинстона Черчилля. Что вы думаете по этому поводу? Ну, я думаю, что дипломат обязательно подумает, прежде чем что-то сказать. Вот, частично согласен с этим выражением. Но дипломат все-таки призван говорить, коммуницировать. Поэтому дипломат хорошо подумает, но обязательно скажет. Что касается лично вас, почему дипломатия и почему Италия? Все начиналось с Италии. На самом деле, изначально все начиналось в Сухуме, в Абхазском госуниверситете. Я изначально выбрал физмат. Я 2 года отучился Ого. на физмате, да. У нас высокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав в университете. Это правда, Очень да. хорошую базу дали. Вот. И математика, на самом деле, не зря царица наук. Она помогла мне во многом и по сей день Так помогает. вы учились на физмате? Я учился Реально учились? 2 года на 2 физмате. года. Олег Алексеевич нам преподавал Ага. дискретную математику, очень интересно. Я этим горжусь, у меня была 5 у него. Да. Да, это сложно на самом деле. Я это подчеркиваю, потому что это сложно получить у него 5 на экзамене. Так вот, я отучился 2 года, и представилась возможность поступить в Италию через программу Рондины «Стадель мира». Вот, нужно было пройти конкурс, мне повезло, я выиграл этот конкурс и попал в Италию. По прибытии уже в Италию нас разместили в таком студенческом кампусе, где было 16 национальностей, то есть представители из 16 стран. Все, значит, говорят на разных языках, разные культуры, конфессии. И по ходу изучения итальянского языка нам там сразу преподавали базовый уровень итальянского языка и культуры. И вот по ходу изучения я как-то понял, что у меня неплохо получается налаживать связи с другими представителями, значит, культур, там, конфессий и так далее. И почему-то в тот момент меня просто вот как-то, не знаю, осенило, решил сменить направление с физмата, да, на международные отношения. То есть я хотел стать айтишником, а потом решил стать дипломатом, международником. Вот, ну и поменял направление, поступил на Это международные получается, отношения. вы смелый человек. Вот как это быстро же достаточно произошло? Да, на самом деле быстро, и я даже особо ни с кем не советовался на тот момент, находился далеко от родины. Как-то принял решение, поступил, и все. И пошло. На самом деле я рад, потому что айтишникам, в принципе, сегодня технологии так развились, что можно переучиться, да, а вот международникам сложно, эту базу все равно нужно получать. Дипломатия со временем, говорят, что из профессии превращается в образ жизни. Вы довольны своим выбором? Да, я доволен, полностью согласен, что это на самом деле образ жизни. И я бы даже сказал, что наоборот, когда это становится образом жизни, потом это становится профессией. Потому что если не делать это с любовью, если действительно не горишь дипломатией, да, то потом сложно на энтузиазме как-то работать, потому что в дипломатии много энтузиазма. Немножечко поговорим о роли дипломатии в современных международных отношениях. Что говорят эксперты вот по поводу именно роли дипломатии сегодня? Эта роль изменилась, дипломатия ослабла или усилилась? Для меня дипломатия всегда, во все времена, это главный инструмент международных отношений. Да, это понятно, что есть определение того, что дипломатия – это, значит, основная деятельность государства во внешней политике через своих представителей, да, по защите интересов, продвижению интересов страны, защите прав граждан и так далее. Но дипломатия – это также основной и главный инструмент международных отношений. То есть через дипломатию страны общаются. И она во все времена, конечно, претерпевала изменения. У нас есть основные ключевые 4 системы международных отношений. Да, сейчас не буду начинать с Вестфальского мира 1648 года. Да, вот перейдем ближе к нашим временам. Скажем,
с появления теории международных отношений, когда вот с начала, значит, вернее, с окончания Первой мировой войны, да, и по сегодняшний день страны все-таки больше базировались на либерализме, на идеализме. Это когда речь идет о том, что все-таки основное взаимодействие, ключевыми механизмами являются международные организации, такие как Лига наций сначала, потом ООН, да. А сегодня дипломатия изменилась, потому что то, что мы сегодня наблюдаем, во-первых, это формирование новой системы международных отношений, переустройство архитектуры международной безопасности, да. И это говорит нам о том, что все-таки сегодня страны исходят в первую очередь из собственной безопасности, из собственных интересов. Международные организации отошли на второй план. Ну, резолюции ООН через одну не выполняются, да, к сожалению, многими странами. Поэтому от либерализма и идеализма ушли, перешли в реализм. Реализм, он основан больше на, скажем так, базируется на Маргентау, на Хансе Маргентау, его теории, на теории Кеннена. Это о чем? О том, что государства — это главные акторы в международных отношениях. Они, значит, борются за власть и за собственную безопасность. То есть это главные позиции в этой теории. Да? Это то, что сегодня мы наблюдаем. То есть международные правила, они ушли на второй план. На первый план вышли интересы государства. То есть если держава крупная, мощная, у нее есть определенные свои интересы, она добивается своих целей, невзирая на международные правила. Это вот то, что сегодня, в принципе... защищенность небольших и слабых стран, она минимальна. Минимальна, да, но с другой стороны, как раз-таки из-за того, что происходят все вот эти вот процессы, да, что мы больше к реализму сейчас перешли, из-за этого значит, идет переустройство мира и формирование новой системы международных отношений. Соответственно, будет, на мой взгляд, реформирована ООН, потому что никто уже не выполняет резолюции ООН, ну или большинство резолюций ООН не выполняются державами в первую очередь, да, мировыми. Соответственно, будет реформирована ООН, потому что державам тоже нужно по каким-то правилам общаться и на международной арене, и они это понимают. А сейчас роль ООН очень номинальна, наверное, да? Номинально. Да. За последние десятилетия где-то можно говорить о том, что был какой-то такой крупный успех дипломатии, вот какой-то факт, который можно назвать крупным успехом, достижением международной дипломатии. За последние десятилетия. Да. Вы знаете, я скажу так, вообще, конечно, достижений немало. Но иногда дипломатия — это не про какие-то соглашения и достижения. А зачастую дипломатия — это превенция, это избежание чего-то худшего. Ну, как минимум, дипломатия, ее плоды — это отсутствие глобальной мировой войны. Да? Как мы видели в историях, все-таки уже было неоднократно, да, и Первая, и Вторая мировая войны. Кто-то говорит, что идет Третья, да, мировая война, фактически она идет, да, сейчас. Но, тем не менее, мы же понимаем все, что глобально она в другом виде, даже если идет, она в другом виде происходит. И вот Третьей мировой... Или без объявления войны. Ну, на самом деле, после Второй мировой войны все конфликты, которые были, они были без объявления войны. И уже непонятно на самом деле, идет война или не идет, фактически. Но для меня дипломатия — это зачастую превенция или избежание чего-то более худшего, да? Какого-то более худшего сценария, где действительно глобальные войны, где уже большая часть стран задействована в конфликтах. И я бы назвал это главным достижением, что все-таки, несмотря на все сложности, пока еще удается избежать. То есть превенция, превентивные меры, я так понимаю, что все равно идут какие-то переговоры, какое-то взаимодействие. И до какого-то страшного такого обвала международных отношений пытаются все-таки дипломаты не довести. Да? Мы немножко от международной дипломатии вот уйдем и, наверное, вернемся к себе вот в Абхазию.
В современной абхазской истории, безусловно, главными событиями, ну, последние 30 с хвостиком лет является, конечно, наша победа, а потом признание Российской Федерации независимости нашей республики. Но вот за этот период можете назвать еще одно или два события поствоенной Абхазии, большая значимость которых для нашей страны и народа очевидна? Победа, признание независимости, а вот дальше, вот за эти 30 лет, какие события? Вот, хотя бы одно событие очень важное, на ваш взгляд. Хороший вопрос на самом деле, да? Неожиданно. Да, неожиданный вопрос на засыпку, да? Да, ну Нет, да. конечно, событий немало. У нас последовали дальнейшие признания после Российской Федерации. Я считаю их тоже событиями. Да? Каждое признание это событие для Абхазии, укрепляющее наш суверенитет. Но не будем, выйдем из категории признаний, да? Выйдем в другие события, чтобы было более как-то интересно. У нас, я считаю, что на самом деле строительство государства началось в новейшей истории с момента победы в войне, да, и вот продолжается по сей день, все-таки так или иначе, со сложностями, но укрепляется наша государственность. И вот этот процесс сам по себе, что компактная страна с небольшим населением, в турбулентной геополитической обстановке все-таки все это смогла достичь, ну, народ все смог это преодолеть, достичь и продолжает идти к цели широкого международного признания. Это уже само по себе событие не абхазского масштаба, а мирового и масштаба мировой истории, я считаю. Я уверен, люди будут изучать, историки в том числе, через 10-15 даже лет будут изучать этот феномен. Потому что если посмотреть всю историю современных международных отношений, это уникальные случаи, когда вот все сложилось именно таким образом. И я считаю, что для нас это глобальное событие. На абхазском уровне у нас все-таки много событий происходило. Я как-то выделить какое-то такое вот одно, там что-то открылось, что-то построилось. Если сравнить вот ваш ответ на предыдущий вопрос, и на этот вопрос у меня складывается впечатление, что вы не тот человек, который фетиширует какие-то отдельные события и факты, а человек, который вот больше ценит, наверное, систему, Да. целостность, процесс, скорее всего, да? Так, Да. правильно понимаю вас? Да. Я ориентируюсь на долгосрочную перспективу всегда и стараюсь, по крайней мере, там, где это возможно, мы все люди, у всех есть свои грешности. Ну, стараюсь видеть картину, масштабировать ее и видеть как бы со стороны общую картину. И, наверное, здесь есть определенная логика в этом, да. Мне это помогает анализировать общую ситуацию и понимать, куда Абхазии лучше двигаться дальше, так мне спокойнее. Да, вот. И я понимаю, что, в принципе, у нашего государства были моменты, где судьба могла повернуть совершенно неблагоприятную сторону, да, но, наверное, и с Божьей помощью, скорее всего, и с Божьей помощью, ну, естественно, из-за силы духа народа, да, получилось. Вот, казалось, что казалось изначально невозможным, оно свершилось, и сегодня продолжает поступательно, очень аккуратно, медленно, но уверенно идти вперед. Мы продолжаем абхазский путь. У меня в гостях советник, посланник посольства Республики Абхазия в Москве, Российской Федерации. О вашем итальянском периоде вы учились во Флорентийском университете. Я знаю, что во Флоренции вузов много, но есть один, который старейший такой университет. Вот в этом университете вы учились или в другом? Я учился в старейшем, но в новом его корпусе. Построен новый корпус, значит, это корпус имени Чезаре Альфьери.
он больше по гуманитарным наукам, да, вот там как раз и международники, юриспруденция, в А общем, поступали тоже туда? поступал туда, да, Поступали туда. да, поступал туда, и прекрасные просто воспоминания, связанные с этим вузом, с этим периодом вообще итальянским, да, студенческим. Итальянский начали с нуля? Итальянский начал с нуля, и по сей день наши ребята поступают по этой же программе в Италию, в разные вузы, и также с нуля учат итальянский язык. Ну, мне посчастливилось там находиться дольше, потому что я был из последних студентов, которых принимали на бакалавр, вот по этой программе. В Ага. последующем начали принимать только на магистратуру, скажем так, то она мастерс у них называется. И вот там практически 1,5 года только. А что изменилось? Почему зафиналили такую программу? Ну, потому что это финансово им было тяжелее содержать человека, ну, условно, студента, приглашать его и содержать не 1,5 года или 2, а там 3 и более. Кстати говоря, вот в Италии вы состояли в итальянской общественной организации «Рондини», в рамках которой, мне было очень интересно, вы сформулировали оригинальный проект «2-3 мира на Кавказе». Поговорим об этом немного? Да, с удовольствием. Давайте. Значит, 2008 год, после того, как Грузия напала на Южную Осетию, все эти события мы помним, августовские, да. Далее, соответственно, признание со стороны Российской Федерации. Да. Я находился в Сухуми на тот момент, и вот после уже признания вернулся в Италию продолжить обучение. И вот в кампусе студенческом были и осетины, и грузины жили, ну и другие представители народов Кавказа. И как-то вечером мы за столом... Ну, из конфликтных зон, Из да? конфликтных зон, да. Вот эта вот ассоциация Рондины, да, она приглашает студентов из конфликтных зон. Там и Израиль, Палестина, и Косово, и Сербия. Ну, в принципе, балканские почти все страны там представлены. Ну и Кавказ, да, вот Кавказский регион обширно представлен. Так вот, сидели мы, значит, с ребятами с Кавказа, общались, пили чай, ну и как-то перешли на такую конфликтную тему, естественно, да, вот совсем свежа она тогда была, значит, война грузино-юго-осетинская, и на повышенных тонах мы начали там, в общем, как-то это все обсуждать. Не совсем деликатно. Ну и в какой-то момент подостыли, и я предложил ребятам, давайте что-нибудь придумаем, ну как-то покажем наоборот красоту нашего региона, да, кавказскую культуру в том же кампусе. И, может быть, придумаем какой-то формат круглого стола, пригласим людей, пообщаемся, В поймем. общем, призвали их к дипломатии. Ну да, на самом деле, по крайней мере, попытался. Ну, как-то эту идею восприняли с воодушевлением, и мы с ребятами организовали сначала Дни кавказской культуры, да, и день открытых дверей в этом кампусе, то есть гости приезжали, итальянцы, и ознакомливались с кавказской культурой, с разными республиками, да. А все это потом переросло уже в конференцию всех народов Кавказа, ее поддержал президент Рондины Франко Вакари, он ее активно очень поддержал, развил, дополнил идею, да, и вот сделал из нее такой круглый стол. Пригласили, значит, мы по 10 представителей со всех республик Северного Кавказа России и Южного Кавказа, то есть по 10 человек. И для того, чтобы подписать 14 пунктов для мира на Кавказе, как аналог пунктам Вудро Вилсона еще Первой мировой войны. Совсем Да. замахнулись. Замахнулись, докрутили, да. Но тогда поддержку мы получили от МИДа Италии, в том числе финансовую. Правда, нам, так как это крупный международный проект, в МИДе Италии рекомендовали еще получить, так скажем, благословление от Папы Римского. Вот и подошли. Да, и вот К вас на вопрос. тогда мы как раз и попали к Папе Римскому. Ну как, хорошо, как раз вот, но пока не перешли к
папе римскому. Название проекта тоже интересное. Почему «Ветры мира»? Не «Голос мира», не что-нибудь такое, вот уже как-то, ну, известное такое. Вдруг «Ветры». Вот откуда название такое? Ну, потому что как-то все-таки горы, горы, ущелья, да, вот как-то хотелось, чтобы это разнеслось все. Вот это, ну, условно, такая идея мира и согласия как-то разнеслась быстро по всему Кавказу. Вот. Интересно. Среди всех народов. Не знаю, пришла такая идея вот такого названия, и как-то все согласились. И вот эта деятельность привела к тому, что состоялась встреча с Папой Римским, Да. Бенедиктом XVI, на XVI. тот Да, вот момент. интересно, как и что произошло? Вот расскажите. Встреча не была долгой на самом деле. В нашу задачу входило согласование вот этого международного проекта, но оно было формальным на самом деле. Согласованием, ну, это рекомендовали согласовать, да, что вот надо, чтобы Ватикан как бы одобрил, потому что сложный, деликатный проект. И мы эту деликатность прекрасно понимали, потому что, значит, война в Южной Осетии только-только, по сути, закончилась. Это значит, война в августе завершилась, а это был сентябрь месяц. То есть совсем все быстро было. И, в общем-то, значит, он нас принял, мы коротко рассказали суть проекта. Вот. Ну и он, собственно говоря, одобрил. Говорит, хорошо, идея понравилась. А у меня здесь флаг был абхазский, небольшой. Сам Бенедикт был теологом по образованию, хорошо знал историю религии. И он спросил, что это Практически церковный историк. Да, можно так сказать. да. Спросил, что за флаг у тебя. Я ему сказал, это флаг Абхазии. И что? А он на удивление знал про Абхазию и сказал, что... и спросил у меня, знаю ли я, что в течение 200 лет в Средневековье значит, Ватикан посылал нунциев апостолических в архиепископат Севастополиса. Это в генуэзские времена тут, да? Это Или было чуть до генуэзских, чуть-чуть застало и генуэзские времена тоже. Том 15 век тоже застало. Ну, то есть, я знал эту информацию благодаря Вячеславу Андреевичу Чирикбо и его работам, да. Читал, что он писал несколько работ о присутствии генуэзцев, значит, в Абхазии. И вот затрагивал тему того, что на территории Абхазии существовал архиепископат Севастополиса. В тот период Севастополис часто путали с Севастополем, да? Да, да. Ну, по факту Севастополис был Сухумом. Это в честь императора. Это мы знаем, да. По ошибке, видимо. По ошибке. Это была ошибка, кажется, Екатерины II даже. Да. Так получилось. Вот, это ее времена, да. но все-таки Бенедикт хорошо знал, что вот как раз-таки они посылали еще там целых 2 века, в течение 2 веков посылали апостолических в Абхазии, нунциев в получается, Абхазию. была большая католическая община. Ну, в принципе, я думаю, что в школе по истории Абхазии тоже бы этому учились. Там, об этом есть, да. И я думаю, кто есть. из наших историков, по-моему, в свое время Резу Каци даже диссертацию писал Да. на эту тему. Такой диалог небольшой состоялся, буквально 15 минут. Да. Средневековье для истории Абхазии было не самым плохим периодом, кстати говоря, и Абхазское царство, и все остальное было именно в средние века. Я все время с удовольствием студентам рассказываю, пересказываю письма Николая Мистика, и особенно вот одно письмо, где он говорит, пишет абхазскому царю, то есть его письмо было ответным посланием абхазскому царю. А что ты пишешь о болгарах? Не знаю, что сказать. Злая вражда не проходит, и благой мир не приходит. Ну, приблизительно. Я могу, конечно, цитату немножко аутентичность нарушить, да, но вот такая история. Это, кстати, еще тема о роли Абхазии в международных отношениях в тот период. Вот. Ровно год вы работали помощником посла
Италии. Я это Да. взяла из резюме. Да. В княжестве Монако. Да. 11-12 год. Как Да. это произошло? И вы реально жили в Монако? Сейчас расскажу, да, спасибо за вопрос. Да. Вот в продолжении проекта «Ветры мира на Кавказе» как раз-таки, когда мы организовывали его, много было нюансов, связанных как раз с международной тематикой, да. Много представителей разных республик и так далее. В одном месте в Италии. Такого в Италии никогда не было. Это первый в истории Италии такой крупный проект. Ага. Международный, ну, в плане вот связанный с Кавказом, с регионом Кавказа. Ну да. И мы, естественно, взаимодействовали с МИДом Италии очень активно, и вот тогда я познакомился на тот момент он возглавлял департамент в МИДе Италии, и мы с ним активно очень работали. По окончании этого проекта, его звали Антонио Морабито, Антонио Мурабито назначили послом Италии в княжестве Монако. А я на тот момент как раз заканчивал учебу, и мне нужна была преддипломная практика, ну и работа, в принципе, тоже. Вот я, значит, долго не думая, написал ему письмо, по сути дела, напросился, а можно ли где-нибудь там пройти практику, поработать где-нибудь там у тебя. Он тоже долго не думая ответил, конечно, хоть завтра приезжай. Ну, я на следующий день не смог приехать, собрался, подготовился, переехал, соответственно, из Тосканы в Монако, но я не жил в самом Монако, потому что там очень дорого было. Я жил у друзей, городок Кань-сюр-Мер называется, он между Ниццами и Каннами. На Лазурном берегу, тоже прекрасное место. Ну да. Да, я жил у друзей, там 40 минут на электричке добирался до работы. Ну, я был внештатным, естественно, работником, помощником, потому что, чтобы работать в посольстве и быть аккредитованным дипломатом, нужно быть гражданином, естественно, той страны, которую ты представляешь. Но я был внештатным помощником, личным помощником посла, выполнял его личные поручения там. Занимался, кстати говоря, именно этот год совпал с годом 160-летия объединения Италии. И я занимался проектом организации значит, праздничных мероприятий, посвященных этой дате в Монако. Вот. Ну, от имени посольства, естественно. И мне посчастливилось получить большой очень опыт. Ну, Монако, если в двух словах вообще, что вас там удивило? Я понимаю, что там и население небольшое, а это для нас как бы привычно, Ну да. понятно, да? Около 40 тысяч человек там проживает и так далее. Но это, насколько я понимаю, там огромное количество миллионеров. Да. Да. Это или что-то другое больше поразило? Ну, конечно, поначалу от непривычки поразило, да, вот то, что, во-первых, 2 квадратных километра, и это там государственное образование, да, то есть это княжество со своими устоями, есть принц, семья, значит, их вся, которая, по сути, управляет этим маленьким государством. И невероятное внимание к деталям, да, то есть везде чисто, аккуратно, все так как-то подогнано, красиво. Там. Помню, перед посольством прямо каждое утро с мылом прям мыли парапеты, тротуары и так далее, ну, каждое утро. И, конечно, поначалу это, ну, для меня это было нонсенсом, куда я попал, что это за такая какая-то волшебная страна. Ну, со временем я начал видеть и другие стороны, да, там, скажем так, слишком мало территорий все-таки, 2 квадратных километра, да, очень много туристов, очень много людей, как-то тесно, как муравьи все там стали, а мы привыкли к тому, что у нас в деревнях огромные поля, на одну семью там целые поля, да, и поэтому вот эта часть, конечно, она... А что чувствует человек, который живет в государстве, где 1/6 часть суши принадлежит ему практически? Мы продолжаем абхазский путь с советником посольства Республики Абхазия в Москве Каном Таня. А вот дальше ваша работа в МИДе Республики Абхазия. Вы работали референтом, помощником затем, далее заместителем министра. Вот интересно, на каких важных вопросах была заточена ваша деятельность в МИДе?
Ну, будучи референтом, важных вопросов не было, я набирался опыта. Помощником министра было много вопросов. На самом деле Вячеслав Андреевич на тот момент был министром иностранных дел Чирикба. Он, собственно говоря, меня и пригласил на работу в МИД. Я на тот момент работал в Монако в посольстве, да, вот внештатно, как говорил. И так сложилось, что Вячеслав Андреевич посетил Италию, попросил меня присоединиться и помочь с переводом с итальянского на русский и обратно. Мы с ним сработались, и он пригласил меня в МИД. Вот, говорит, давай, бросай здесь все, возвращайся домой. И как бы это заезженно не звучало, я по зову, значит, сердца, родины, как-то вот действительно все оставил там и вернулся. И Вячеслав Андреевич принял меня на работу вот на референтом. Самую базовую должность, самую низкую. Я, конечно, честно, не скрою, был в недоумении, как так я бросил все, приехал, и меня приняли на самую базовую должность. Зарплату называть, озвучивать не буду, там, Да, на тот 2012 год, да. Вот, ну и, но Вячеслав Андреевич сказал, просто доверься мне, тебе это понадобится. И как показала практика в дальнейшем, я ему благодарен, потому что на самом деле мне это понадобилось, знать, чем занимаются, в принципе, все, даже вот самой низкой должности, да, чем занимаются сотрудники МИДа. Будучи уже там помощником министра, я уже начал заниматься, вникать в вопросы, связанные с переговорами, с женевскими дискуссиями, готовить соглашение к подписанию, то есть уже начал разбираться в юридике, да. И уже так сложились обстоятельства, что, в общем, Вячеслав Андреевич порекомендовал меня назначить заместителем министра, то есть своим заместителем на тот момент. Ну, тогда так сложилась политическая ситуация в целом, потому что я думаю, что если бы не это 2014 год, да, если бы не ситуация, то мне бы еще по карьерной лестнице нужно было бы идти еще, ну, как минимум пару лет, чтобы дослужиться до заместителя министра. Это высокая на самом деле должность. Но вот все так сложилось. Утвердили заместителем министра. Помню даже свою первую встречу с иностранцами, с представителями. С международными организациями работали? Да, я курировал международные организации, курировал консульский департамент, консульские вопросы. В Женеву ездил и курировал почти там все вопросы, связанные с пересечением грузино-абхазской границы. Тогда еще ее и иностранцы пересекали, и туристы иностранные пересекали. Вот. Ну, то есть, на самом деле, спектр вопросов, которые я курировал, был достаточно большой. Понятное дело, что всеми ими заведовал министр, да, но давал своим заместителям курировать отдельные блоки. И первая встреча у меня была с представителями управления Верховного комиссариата по делам беженцев ООН. ВКБ ООН, да. И я помню, как эта встреча, она не была запланирована. И, в общем, пришли гости уже. Ну, не могли мы их выгнать уже. Ну и Вячеслав Андреевич говорит, ну вот, давай проведи с ними встречу. Ну и, как бы, ну, я, понятное дело, был достаточно подготовлен для того, чтобы проводить с ними встречу. Но отчетливо ее помню, как только назначили, и сразу в этот же день волнительно. Сразу в работу, да. Ну и потом мы проводили, не знаю, бывало, что и по 7-8 встреч с иностранцами в день. Там с утра до вечера могли не выходить из кабинетов. Бывало, что уходили и в 11, и в 12 ночи. Просто, например, какие-то соглашения готовились к подписанию. Там и юристы оставались, и замы, и министр, естественно, допоздна. Там что-то срочно нужно было успеть к определенной дате сделать и так далее. Ну, интересно было, очень интенсивно, интересно. И на энтузиазме работали мы. По большей степени, да. Кстати говоря, в этот период ваша работа еще связана с разными итальянскими проектами. Да. Я попыталась все это как-то изучить. Один из проектов вы были инициатором регистрации юридического лица в Италии с наименованием «Дипломатическое представительство Республики Абхазия в Италии и странах ЕС». Да. Расскажите, что за проект? На самом деле мы поставили перед собой задачу зарегистрировать диппредставительство Абхазии. И у нас это
это получилось, конечно, с небольшими сложностями, но у меня все документы на руках по сей день. Мы взяли устав посольства, стандартный устав посольства, убрали оттуда одну строку, связанную, один пункт, связанный с дипломатическим иммунитетом, так как в условиях отсутствия дипотношений между странами это невозможно. И зарегистрировали этот устав абсолютно согласно всем, значит, нормам и законодательству Италии. У нас выписка, там ИНН присвоена юрлицу, да, и наименование абсолютно четкое. Дипломатическое представительство Республики Абхазия в Италии. И адрес юридический, все как положено. В общем, это полноценное юрлицо со своим уставом, со своими учредителями. Нам помогал в этом очень сильно Вито Гритани. Он итальянец по происхождению, но уже В наш Абхазии его дипломат. хорошо знают, да. Он нам очень сильно помог. А, кстати, вы как познакомились? В 2 словах. Да, мы с ним познакомились. Он на тот момент был советником министра иностранных дел Косово. То есть он на тот момент был косоварским дипломатом. Да, и вот мы на очередном мероприятии, где я рассказывал про Абхазию, выступал, у меня там слайд-шоу было подготовлено, и рассказывал не поверхностно, а очень достаточно детально, начиная с древнейших времен. Сделал презентацию там на тот момент по 2015 год. Вот, это был 2015 год. И он присутствовал на этом мероприятии. По завершении просто начал задавать мне вопросы, а как, а что, очень заинтересовался. Давай я вам помогу, давайте, вот у меня это есть. Начал перечислять, и я, естественно, говорю, давай. И в 2016 году он пригласил, значит, посетить город Бари. Это, Я знаю, да, да, он оттуда, Италия. он оттуда сам родом. И он сказал, давай ты прилетай, ты увидишь, как я все тебе организую. История города, насколько мне помнится, связана еще с крестоносцами. Так Да, что, да. Причем тесно связано. Да. Тесно Это город связано. Святого Начинаю Николая припоминать. Чудотворца, да, его мощи хранятся там в базилике. Такой известный достаточно паломнический город. И вот он продолжает помогать нам до сих пор. По сей день. Он наш, да, посол по особым поручениям МИДа Абхазии, представляет наши интересы, несмотря на свои физические некие ограничения, да, он, тем не менее, очень мобильный и очень много помогает. Даже если вот граждане Абхазии, которые находятся в Италии, были у нас случаи разные. Кто-то потерялся в физическом смысле, у кого-то что-то украли, потерялся кошелек и так далее. Наши граждане, они обращались к нам, и чудом, но как находили. И кошелек нашли на римском вокзале, утерянный. Вот, и людей находили, которые, значит, их родители обращались, что не могут выйти с ними на связь там несколько дней. Вот. Там Вито подключал и карабинеров, и сыщиков, и детективов. То есть, ну, человеку, у которого есть связи, контакты и дружба. Как говорят итальянцы, грация. Да, молодец. Да, он Спасибо помогает нам, большое. да. Вот еще проект создания Ассоциации Европа-Абхазия, да. 2015 год. Да. Это вообще действующая, работающая ассоциация? Да, ассоциация, которую мы как эксперимент решили зарегистрировать. Почему как эксперимент, объясню. Мы взяли абхазские паспорта и итальянские паспорта. И учредители 10 человек, и решили зарегистрировать их вот по абхазским документам. А ассоциацию, как правило, ну, по крайней мере, по законодательству, там нужен документ, удостоверяющий личность. Итальянские документы, естественно, в Италии признаются, абхазские нет. Ну, абсолютно никак. Ну, да. Но совместно с итальянскими их признали как документы, удостоверяющие личность. Это как бы маленькая победа. Ну да, это на самом деле, да, это приятно, маленькое, да, но как эксперимент мы просто проверили, сработает это или нет, и сработало. Вообще в другой стране европейской это было возможно? Ну, я думаю, что да, с определенными связями. С определенными связями. Да.
Еще некоторые моменты из вашей объективки. Курировал создание и регистрацию Абхазского института культуры имени Гулия Да. в Риме. Курировал создание ежеквартальной газеты «Абхазия сегодня» на 4 языках. Ответственный за регистрацию в Италии клуба ЮНЕСКО Абхазия. Все это реально существует и Всё. сегодня работает? Все это реально существует. Насчет работает нет, потому что, к сожалению, нет ресурсов. Это все очень тяжело и дорого содержать. Например, газета работала, выпускалась, содержал ее Вито лично за свои средства. Институт культуры арендовал офис в Риме, в центральной части Рима, где в основном находятся консульства и посольства. Он арендовал прекрасный офис, где прошло само открытие, есть фотографии с мероприятий и так видела. далее. И этот офис он арендовал 3 месяца за свой счет. Ну и, собственно говоря, клуб ЮНЕСКО, мы юрадрес там же сделали, в этом офисе. Мы через этот клуб ЮНЕСКО попытались как-то распространить, по крайней мере, информацию о наших объектах культурного наследия, человеческого, такого общечеловеческого масштаба, чтобы привлечь к ним внимание. Но, к сожалению, не были услышаны, как и зачастую это происходит. Ну и работа этого клуба, она спустя 2 месяца прекратилась. Все это на документах по сей день существует. Это все можно реанимировать, но Нужны ресурсы, наверное. не маленькие ресурсы, Не честно маленькие говоря. Да. ресурсы. Мы продолжаем Абхазский путь. Дважды вы возглавляли нашу делегацию на женевских дискуссиях по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Ну, длинное название, но надо его Да. проговаривать. Мне интересна общая оценка этой площадки, этой платформы, раз, и, конечно же, напрашивается вопрос. Поскольку все время говорят, что вот они там все время одно и то же, ничего не меняется. Вы прогнозируете динамику какую-либо в деятельности женевских дискуссий? Для меня женевские дискуссии – это большая школа дипломатии. Считаю, что этот формат полезен по многим причинам. Назову несколько, да. Вот первая причина – это опять-таки обкатка наших дипломатов, да, молодых, начинающих, потому что это единственный такой солидный международный формат, где со всех сторон принимают участие именно дипломаты из разных стран, из основных таких международных организаций, это и ООН, ОБСЕ, и Евросоюз. И для наших дипломатов, начинающих, молодых, да и не только молодых, и уже опытных, в любом случае постоянно нужно вести переговоры, чтобы быть в форме. Это большая школа, это нужный и полезный формат. Это вот если говорить, что это для Женевы мне лично дала, как переговорный формат, и дает многим другим дипломатам. Если говорить уже о стране, зачем этот формат стране и что он дает стране, то здесь и понятное дело, что мы как госслужащие, у нас есть позиция президента, да, то есть президент решает, принимать участие или нет, и дальше уже МИД выполняет волю президента, его политическую волю. Да. У нас и президент сказал, что мы будем продолжать участвовать, и министр иностранных дел подтвердил это и высказал свое мнение. Да. И понятное дело, что у нас отличного мнения быть не может. Но даже если бы, допустим, в какой-то параллельной реальности у нас руководство сказало бы, что нужно прекращать участвовать в Женеве, то контраргументами, например, могли бы быть следующие, что Женева – это консенсусный вариант. То есть все стороны должны договориться, чтобы прийти к чему-то. То есть все должны сказать «да», чтобы условно подписать мирное соглашение. Если абхазская сторона в одностороннем порядке выходит из этого формата, получается, что абхазская сторона неконструктивная, недоговороспособная. Хотя мы все это время говорим и вещаем об обратном. Мы говорим, что мы мирная страна, на нас напали, мы как бы
хотим мира и хотим говорить. Ну да. Да, то есть это ни в коем случае этого делать нельзя, на мой взгляд, выходить из формата в одностороннем порядке. Это должно быть консолидированное общее мнение, основанное на каких-то, может быть, событиях, происходящих в мире, и из-за которых надо прерывать этот формат. Динамики ожидать там какой-то скорой я бы не стал. Дипломатия вообще в целом сама по себе это процесс очень длительный. Он требует много человеческих ресурсов, финансовых ресурсов, но ждать скорых результатов от дипломатии в целом – это заниматься самообманом. Дипломатия так не работает. Дипломатия – это как, по сути, это отношения между людьми, между государствами, но в первую очередь между людьми. Отношения выстраиваются долгое время. Бывают периоды, когда настроение какое-то не то. Человек о чем-то думает, а он находится на переговорах, вот, а ему мысли чем-то другим заняты, условно. И с ним в этот день не получится выстроить диалог, он не расположен. Может быть, в следующий раз, ну и так далее. То есть это очень такая тонкая материя, психологическая с какой-то даже стороны, поэтому я бы какой-то скорой динамики не ожидал. Другое дело, что с нашей стороны очень последовательная позиция. Психологию углубленно изучали? Изучал, ну не углубленно, но изучал. Да. Да. Я думаю, что это поверхностное изучение, углубленное все-таки психологи Да. изучают. Да, я не буду претендовать на углубленное изучение психологии. Да. Следующий вопрос, я не знаю, насколько он удобный, неудобный, но мы в этой программе неудобные вопросы тоже задаем. Да. Видовская карьера ваша приходится на период президентства Рауля Хаджимба. Хочу спросить, почему вы так и не стали министром иностранных дел, хотя в Абхазии очень многие говорили, что вы следующий министр иностранных дел. Почему так не получилось? Ваша работа не была замечена. Что произошло? Спасибо за вопрос. Очень, на самом деле, не скажу, что неудобный, но интересный. Удобный, да, Интересный вопрос, да. над которым надо вот прям подумать. Я люблю такие вопросы. Но я вам расскажу, как было по факту. На момент, когда меня назначили заместителем министра, утвердили, да, мне было 26 лет. Я считаю, что это очень молодой возраст для такой высокой должности. Но, тем не менее, я благодарен тем, кто меня рекомендовал, то есть Вячеслав Андреевич, он рекомендовал меня. Благодарен президенту на тот момент Раулю Джунковичу за то, что утвердил меня в этой должности. Да. Дали мне шанс. Вот. Ну, я себя проявил как мог в силу своих знаний на тот момент накопленных. И вот к 2018 году я тогда министром уже был Даур Вадимович Ковы. Вот, к 2018 году я понимал и чувствовал, что, скорее всего, если будет следующее изменение, предложение, возможно, поступит мне. Но я одновременно понимал, что я еще не готов к такой высокой должности, ответственности, не готов ни профессионально, ни морально. И я в 2018 году принял предложение переехать в Питер и работать в аппарате Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса с должности заместителя министра. Вот. То есть я, по сути дела... Может, вам было комфортно работать с Вячеславом Андреевичем, а потом ситуация, может, поменялась? Не, я с Дауром Вадимовичем 2 года поработал. Мы отлично... Вы работали... Да, Конечно, да, мы отлично ладили, очень комфортно и продуктивно работали. Но мне лично хотелось... Ну, я был в классической дипломатии. Вот с 2012 года мое первое место это было МИД. Ну, да, рабочее место. Да, и это классическая дипломатия. А я очень много и писал в том числе о публичной дипломатии. Это общественная дипломатия. Ну, то есть общественная дипломатия является частью публичной. А я был теоретиком, полным теоретиком, никакой практики не было. Мне всегда хотелось попробовать себя и в публичной дипломатии. Я понимал, что если пойду дальше по классической дипломатии, да, возможно, когда-нибудь приду, дослужусь до министра, и там, может, доверят мне такую должность. А дальше что? Да, вот дальше что? Я вот после министерской должности, мне как-то хочется еще больше получить
знаний, образования, опыта практического. И поэтому я решил, что, в принципе, я не готов пока к такой должности. Искренне вам открыто говорю. Вас уговаривали остаться? Нет, меня не уговаривали остаться, потому что я, в принципе, достаточно однозначно дал понять, что я принял решение, и смысла переубеждать меня в принятом решении нет. Посол по особым поручениям, Да. эта должность, вы сами решили, что вы можете быть на такой должности, или же вам это предложили? Посол по особым поручениям — это должность, которая дается бывшим министрам и заместителям министров, или начальникам департаментов тоже в редких случаях. И дается какая-то определенная одна задача. Это не означает, что человек посол где-то в какой-то Ага, я стране, он поняла, штатный да. сотрудник МИДа. Условно, это помощник министра по конкретному направлению. Ага. Вот, если перевести на И с какое направление вывели? Вы теперь не посол по особым Нет, поручениям, я я уже так не, поняла? нет, уже не посол, я уже, Ага. у меня должность в посольстве. Я на тот момент посол по особым поручениям, я был ответственным и являюсь, продолжаю являться ответственным, согласно приказу министра, за работу диппредставительства в Италии. Ага. То есть, как посол по особым поручениям, я продолжал курировать это направление по сей Ага. день. Все-таки занимаюсь Италией, мы привозим сюда людей, отвозим туда. В общем, как-то культурный обмен проводим. Мы продолжим наш разговор. И вот как раз начался некий такой петербургский период, можно сказать, в вашей жизни. Вы переехали, правда же, в Да. Санкт-Петербург и начали работать в Конгрессе, в Мгм. Абхазо-Абазинском Всемирном Абхазо-Абазинском Конгрессе. Но отдельные проекты этого Конгресса, этой организации мы знаем очень много. На самом деле хороших дел. Главная направленность работы Конгресса. Вот я бы хотела, чтобы вы сформулировали, как вы это понимаете. Это вот теория малых дел или нечто все же другое? Иначе говоря, если бы вы сказали бы, в чем философия ВАК, было Мгм. бы очень интересно. Мне, по крайней мере, это очень интересно. Да, ну, как я это вижу, изначально, когда создавалась организация, она создавалась в сложный период, да, и в нее закладывали определенные устои, определенную философию на тот момент. Но со временем, да, когда отцы-основатели организации, значит, когда уже в мирное время, послевоенное, и в мирное время, и после признания, они уже, в принципе, тоже там и Тарас Миронович, да, он своими мероприятиями, поездками за рубеж, объединением диаспоры, он уже начал по-другому формулировать задачи, да, стоящие под Конгрессом. Если изначально это было объединение диаспоры для защиты Абхазии, Ага. то после это стало уже объединение диаспоры для развития Абхазии. То есть там защита, потом стало как бы развитие. Это как я вижу Ну, вот, правильно, в да. перспективе. Потом Тарас Миронович проделал огромную работу и передал добровольно, передал на съезде в 2017 году бразды правления, предложил передать более молодым, более активным. Было там несколько кандидатур. Вот избрали Мусуха Балича Экзекова. Мусаха Балич Экзеков обозначил, значит, дополнил к тому, к той идеологии объединения диаспоры, да, дополнил еще один блок. Этот блок состоял не только в работе за рубежом для объединения диаспоры, а и работе с населением внутри, для объединения здесь внутри тоже. Через небольшие проекты по сохранению, развитию культуры, языка, про этнические проекты какие-то, да. Ну и вот, собственно говоря, спустя вот сколько уже лет получается, вот с 2017 года по всей Абхазии есть местное отделение, ну в 60 селах есть местное отделение, которое активно работают, реализуют проекты, где-то совместно с Конгрессом, а где-то самостоятельно даже уже. Вот. Много совместных проектов у Конгресса с другими организациями, и благотворительных,
и этнических, и много записывались фильмы по истории Абхазии, да, выпускаются брошюры, выпускаются книги, печатаются книги. Ну, все это, естественно, на абхазском языке, да. Мы сотрудничаем, вернее, ВАК очень активно сотрудничает с абхазским телевидением, и поэтому достаточно много информации всегда вот у нас есть о работе ВАК. Да. Вы курировали там, насколько я знаю, Санкт-Петербургскую абхазскую диаспору. Интересно, вот коротко, что с собой представляет наша петербургская диаспора? Я вот знаю единственного человека, это Ирину Домения, которая большой патриот и очень неравнодушный человек. Мы переписываемся там и так далее. В двух словах, а наша диаспора в Петербурге? У нас Какой ресурс там есть У нас вообще? великолепная диаспора в Петербурге, очень сплоченная, очень дружная. Должен сказать, что, значит, в момент, когда я там находился и когда, значит, у нас представительство Конгресса было в Питере, да, это было консолидированное мнение, было принято, что мы не будем создавать дополнительные организации, да, вот как-то все вместе под крылом Конгресса как бы будем как бы абхазо-абазинская диаспора. У нас получилось несколько вечеров даже сделать и абазин, и абхаза, всех пригласить, всех, кто там находился, около там 200 человек, не более, на тот момент вот пришло. Ну и у нас получились такие культурные вечера. Это не были вечера там застолья или еще что-то, это культурные вечера. То есть мы и зачитывали и поэзию, и абазинскую, и абхазскую, и отрывки из разных В основном произведений. чем они занимаются, представители диаспоры? Вот вы говорите, там собралось... Социокультурные мероприятия, участие в культурной жизни города, да, то есть разные мероприятия приглашают представителей абхазской диаспоры, чтобы вот присутствовать, где-то даже выступить. Там есть Дом национальностей, постоянно проводятся разного рода мероприятия. Ну вот сейчас, например, Ирина Хухутовна Домения, да, она возглавляет общество АПСН. Ну, собственно говоря, это и есть абхазская диаспора. Ее избрали буквально вот полгода назад председателем этого общества. Должен сказать, что очень-очень активизировалась, она активизировала работу, много полезного за такой короткий промежуток времени сделала. Проводит бизнес-завтраки для молодежи, приглашает разных экспертов в разных областях, проводит для них такие бизнес-завтраки. Постоянно собираются на все наши праздники, участвуют в благотворительности, то есть скидываются, участвуют в благотворительности. Наши, которые в Петербурге живут и работают, в основном чем они заняты? Вот, интеллектуальным трудом? У нас там два слоя населения, да, то есть это постарше люди, они давно уже живут, и помладше студенты, это в основном студенты лесотехнического университета, хороший такой большой вуз. Потому что ВАК подписал с лесотехническим соглашение и посылают, потом порядка 32 человек послали туда бесплатно обучаться вот, по линии соглашения. И, естественно, военной академии. Я в какой-то период небольшой, там порядка года, от Минобороны представлял интересы нашей Минобороны тоже вот в этих военных академиях. Минобороны, министр обороны меня уполномочил, чтобы я вот мог посещать эти академии, следить за их воинской дисциплиной, за успеваемостью. И общался со всеми, там их 7 академий в общем. И у нас там порядка на данный момент 140 точно студентов, курсантов военных вузов. То есть вот это такой основной костяк, молодой костяк нашей диаспоры абхазской. Вот. Ну, это студенты, они отучились, вернулись домой. А есть те, которые там живут давно, они уже прям вжились в Они уже город. петербуржцы, Да, они которые не уже абхазские забывают, что они петербуржцы. все же абхазы. Нет, ни в коем Не случае, забывают. да. Нет. Зaki vipshini vijay shuksaza, хушукса ухацон. Ай. Усуми? Ай. Ае. Ай бичругала фюма. А я ще з Бзенадзе і Бзедзани з Балафедзом,
хтыск изгвалфит актуя хтыс ибзиадзацкан изгвалафё избан акузар цунырак верцуна цырнагой лататпия трагедия изыску абри айшарат абсыр телехопшрала и Убама. мамо хара гудотахан Убра обсужра химия пысу за паркач. ва паркачхан сарей сани ва сашей хабы вахан уи сасыла бейт брехтыс ибзен ибзедзан изгвалафет и герт ахтысква хуч изгвалафет танква яхаб бомба натқваца за танква на авоз изгвалафет аха ус ибзедзескан изгвалафет зуме яшазам ханапулус изгвалафет уви баталку бахия мандаринаку хезайгейт подарка с мандаринаку а консервку ну абсолютно килька убри саба бадуепш да зайта ай азын сгяна асыги сгвалафет уги бзен изгвалафет Батали хамтоку батали хамтоку и бзен изгвалафет избанак зоруи حزن نحن نحساسي حساسي فيدشكويت أي بشراش تخبي أبصنرا كرازو خجرا شكولة شنا تراجينس را أقوى حيقولتشن أبصنرا أي بشراش تخبي عشوك سكوا زكود قالا شروين ريجيز برتاشوك سكوا Ай бешрамыштах школус санталас уебриехтыс изгвалафет акпия класс санцозай апшипат пия школах стали де сакпия арцевед изгвалафет ибзены Тали Львовна аджинчалпха бзены изгвалафет Ай бешраштах атшашиока мазда фамцалашара уизиги амаз хара хучпан адбахе ахмарваны хас фимадзамат и Мариома Анауспесара Алекса Гугой Матара и Мариадзам и Нанокугара и Мариадзам избан акузар рабхедзан аргыланы бысфя бзедзаны удырва зароб захенджера и утшавероб наски яра и вем такой бзедзаны и удырва зароб а ей с рыбхехейт харада ей ашкола сантаз наски уи ашкола амштаги с рыбхехейт и харадзак и счува давен ачуку хабхера уи яша за дара да насу запхама аес сапхехейт вюнт яша за зацква санрыпхёс и рацвазаны ахёука иҟан изелымка уас хара дадукеи ҳареи афбатәи аихагылаҿ ҳаицынхон нус иаҳәап ҳәоук иузеилымкаареи иаразнак иаиах салон ризакуи ианагуи иарбан ҵакамуи ҳәа убас сарақәа засарақәа уман уаннеилак иара ишԥаидикылоз иара ибзианы идикылан ҳәарада игәаԥхон шәҭаацәараҿы амаҭацәа рҟынтә Алықьса Ночиԥа иаҳа изааигәадаз иаҳа дзацәажәодаз мамзаргьы иара иацәажәоз иаҳа зыбду убас инарҭбан исҳәар азин сышәҭозар убас сҳәот ҳабду ҳҭаацәараҿы ҳазик ҳазыҳәаны иара убас еснагь хадас дыҟан иара иажәа ҳаҳзын уи ԥҟаран ҳәарада аха ахаан исмаҳаӡацт иара ибызшәаҿы ицәажәараҿы ажәа бааԥс хаан исмаҳацызт сара саныхәыҷыз азҵаарақәа ирацәаны сыман иаҳәап аинтернет аҟны ма ашәҟәқәа рҟны телехәаԥшра аҟны аҭак ззымԥшаар иаразнак иахь салон бзианы изгәалашәот политика ганахьоума ма культура ганахьоума ма даҽак тема ганахь ала аума убарҭ атемақәа изызкны азҵаарақәа ибзианы изгәалашәоит азҵаарақәа шыҟасҵоз и иаргьы инарҭбаны аҭак шыҟаиҵоз
إيحارك يدرك حجوشوز السفيرة ياربن وليتراتورا كوزما алитература ҳарада атаурихги атаурих апсна таурих вилар бжарат бия таурихги يربسنا تورخ خن بيويحوز يوخامش توكر وقال شوما ирацәаӡаны иаҳҳәап Аҟәа ақалақь аҭоурых ганахьала иара ирацәаӡаны идыруан. Аԥсны ахақәиҭра, ахьыԥшымра, убырҭ зегьы зыҟаломызт асовет аамҭазы Аԥсны ақырҭқәа рхан амилаҭ қәԥара ыҟамызҭгьы. Уи иҿызкаауаз ақырҭуа режим иаҿагылаз аԥсуа интеллигенциа рҽеиҿкааны Аԥсны иазымқәԥозҭгьы. Изхысҳәаауа, амчра иашьҭамыз абаҩхатәратә злаз Алықьса Гәыгәуа иануадаҩыз аԥшьынҩажәатәи ашықәсқәа рынҵәамҭазы Жәлар рфорум аидгылара дахагылара акәхеит. Сара сызҵаара ицәуадаҩызма, уажәы шьҭа урҭқәа зегьы анализ ауҵартә уеизҳаит, удырра акәым, ицәуадаҩызма аполитикаҿы амбициақәа змамыз абаҩхатәра дуӡӡа злаз ауаҩы Алықьса дуӡӡа алидер ироль анагӡара, ажәлар рлидер ироль анагӡара убри апериод азы, убри аамҭазы. Убри аамҭазы мацара акәымкәа ианакәызаалакгьы алидер ароль анагӡара ицәуадаҩуп ҳәа сгәы иаанагоит. Убри аамҭазы еиҳа ицәуадаҩын. Ицәуадаҩын, аха ус аамҭа иаҭахын, иаҭахын избанзар иара аполитикатә лидерс ихибаӡомызт, аха иара ирҿиаара астатус инаҭеит аԥсуа жәлар рҿы доуҳатә лидерны, убас еиԥш дыҟан, аха аполитикатә лидер ирольгьы ус исыԥхьаныз ауаажәларатә лидер ҳәа уҳәар ауазар, нас Жәлар рфорум ус акәын ишыҟаз, анагӡара иара иҿы ианаа ицәуадаҩзаргьы, ирҿиара иаҳа ихәозаргьы хаҵаҵас ихааирԥшит, убас сҳәоит, хаҵаҵас. Уажәшьҭа сызҵаара убас иҟоуп, Алықьса Гәыгәуа иҟазшьақәа иаҳа иалкаатәуп. Сара акырынтә нас аамҭак азыҳәан лассы-лассы ҳаицәажәалон, ҳаибабон, ус иҟан, аамҭак азы ус иҟан, нас иара изкынгьы ирацәаны ажәабжьқәа саҳахьан, еиҳарак қарҭ аҵара нырҵо зегьы. Усҟантәи аԥсуа ҿар уаҟа аҵара зҵоз, нас аԥсуа интеллигенциа ҵарауаа дуқәа negien иҟалаз зегьы еиҭарҳәалон. Алықьса Гәыгәуа, иаҳаракгьы иаҳҳәап ауаҩы даараӡа абаҩхатәра анилон, нас ирацәаны ашәҟәы данаԥхьогьы, уи насы абри даҽакала ихәаԥшуеит, иаҳаракгьы уажәы иаҳҳәап, ажәа ихьысҳәо сҭахым, уажәы ара схы иахьысырҳәо ахулиганра рымҳәогьы, убырҭқәа уамак иааирԥшӡом, ус еиԥш иҟоу, уи абри, аха Алықьса изыҳәан ирҳәоит, убригьы илан ҳәа иара мычла дыӷәӷәан рҳәеит, даара дыӷәӷәан, нас ихатәгәаанагара идан, иаҭаххар иара ҭаҷкәымлагьы убри игәаанагара дазықәԥо убас еиԥш дыҟан. Хаҵаҵас. Сара суазҵаар сҭахуп, Кан уи аганахьала иабду итәы илома? Саргьы исылоуп, ҳәарада сабдугьы саргьы ухатә позициа анумоу, ухатә гәаанагара анумоу, иаҭахаргьы ҭаҷкәымла иухьчароуп. Са сдипломатуп, аха уи иаҳҳәап аҵыхәтәантәи аопциа ауп аҭаҷкәымқәа. Аҵыхәтәантәи аопциа, да? Аха аопциақәа рахь иуԥхьаӡо. Ҩажәак иадамзаргьы ҳзааҭгылап аҵыхәтәантәи Алықьса Ночиԥа ишықәсқәа. Иԥшәма ԥҳәыс даниԥха ашьҭахьы, излаздыруа ала уи даараӡа иара иныԥшит сызҵаарақәа, дыҩуазма, даԥхьозма, игәалашәарақәа акыр еиҭеиҳәозма, аностальгиатә гәалаҟазаара имазма, ихыркәшам иҩымҭақәа аанхама. Ихыркәшам аҩымҭақәа аанхеит, урҭ иахьыҟоу издыруеит сара.
Гирта Стара Куаргана Хала Дюйдзомызд. Дюйдзомызд, мамо. Ацуқтанша ашықса Үйшуксара. үйшуксарақара. Дзюйдзомызд. Мамо. Илшадзомызд. Ваха. Нас гяе ностальгия Гуалаферок Иман. Яхзей Тейхун. Яхаб Яраим Шире Нақаз. Хара Ваджак Чапха Хтан. Убырт ностальгия Гуалаферок. Гуалаферок физыдзырюва. Еще Хазыдзырюн. Хтацара Хазик Вахан. Вот, и Хазыдзырюн. Абстазара интерес и чыдзызма, имазма, дышма азазухну бяшкуску. Его даю. Его даю, хара. Вы создарцун, я что создарцун. Мы переходим к завершающему, скажем так, блоку нашего интервью. Это вот, можно сказать, больше похоже на блиц-опрос, то есть я жду короткие ответы. Постараюсь. Короткие ответы. Семья вот знала, что ты идешь на интервью в Апсуараме? Да, конечно. А что они сказали? Отлично. Вперед. Обрадовались. Умеешь говорить резко или ты абсолютный интеллигент? Я умею говорить резко, когда это... Иногда нужно даже говорить резко. Я умею. Вопрос был, умею ли я? Да, я умею. Умеешь. Когда надо, умею. Говорят, что размышления над последствиями мешают принимать смелые решения. А как правильно? Ой, как правильно, никто не скажет. Это мы все... Это философский очень вопрос. В конце жизни увидим, как было правильно или нет. Я принимаю решение, все взвешиваю, но все равно сердцем. Сердцем. Да. Тотальное использование искусственного интеллекта. Какие возможны последствия? Последствия, ну, конечно, технологии это хорошо, они развиваются, это хорошо, много чего упрощается, но мы тем самым теряем как раз-таки душу в текстах. Многие люди стали уже не сами писать, а отдавать полностью искусственному интеллекту написание текстов. И вот тут теряется почерк уникальный каждого человека, вот душа текста. И вот это я считаю, что мы потеряем от этого, индивидуальность потеряем. Да. Вот. Так неожиданно много людей стало в Фейсбуке, в особенности я смотрю. В Инстаграме меньше, там мало что пишут. Так. В Фейсбуке стало людей много, которые сверхграмотными вдруг оказались. Да. Сверхграмотными, Да, да. вы знаете, я люблю тоже комментировать разные события, давно этим занимаюсь. Международные события какие-то, просто свои комментарии пишу, там вкладываю в это, там, часами изучаю, сначала все постепенно пишу, а потом вдруг, да, действительно появляются люди, которые вчера, я знаю их в жизни, Как писали вчера, а что сегодня пишут. аналитически с ними не о чем особо поговорить, а тут такие выдают такие прям хорошие, неплохие аналитические работы. Понимаешь, что искусственный интеллект — это большое достижение человечества, великолепное, но оно полностью нас переносит в виртуальный мир. То есть мы полностью погружаемся в цифровой такой мир, а теряем индивидуальность и живое общение. Вот. Послание президента. Да. Многие, уверенно, не пропустили это важное событие года. Да. Вам всего хватило или хотели бы еще что-то важное услышать? Мне послание было наполненным, емким, затронуло все сферы, в принципе, государственного строительства. Я для себя там услышал главное, то, чего я ожидал услышать, да, это вот стратегический путь развития Абхазии. Для меня это было важно. Я это услышал, что суверенитет и его укрепление — это, в общем, стратегически основное наше направление. Вот. А в остальном это все, на самом деле, это можно долго обсуждать детали. Это отдельно можно записать интервью только по посланию президента, там столько деталей. Да, точно. Финальный вопрос. Что должно быть главным на абхазском пути в ближайшие, скажем, 5 лет? Вот этот вопрос коротко ответить очень сложно, но постараюсь. Мне кажется, Абхазии нужно
сделать все для того, чтобы воспитать новое поколение более умным и более сильным, чем нынешнее. То есть делать все, чтобы каждое новое поколение росло умнее и сильнее. Только тогда Абхазия будет развиваться, сохраняться, укрепляться. А чтобы это сделать, понятно, здесь можно раскрыть скобки и образование, и кадры, и так далее, и экономика, и суверенитет, и внешняя политика, то есть туда все входит. Но для меня вот это такая формула: люди и государственность. То есть это поколение. Оно должно быть сильнее, умнее, и тогда у нас будет еще все лучше, то, к чему мы стремимся. Спасибо большое. Вам огромное спасибо. Это был «Абхазский путь» с Каном Таня. Удачной недели всем. Абзерас. Бзераз.